Мир вам, братья и сестры! С праздником вас, Казанской иконой Божией Матери! Очередной вот нож такой вот сделали, якутский. Вот такой вот. Ну, по просьбам зрителей буду показывать помедленнее, чтобы сначала вот сам нож, зонная закалка, углеродка простая, советская, сувель березы, хвостовик почти до конца, до сюда вот, ну, там 1,5-2 сантиметра до тыльника не доходит. Вот. Ну и значит, можжевельник с 2 половинок, клинок всегда стерилен, всегда приятно пахнет. Можно хоть операции делать. Ну и в общем сейчас попробуем его проверить. Нож выдержал. Так, проверим. Круг лося. Так. Это вот толстая резина такая, дубовая, с кордом. Неудобно взялся. Вот, примерно видно, да, как строгает ее. Такие кусочки отрезает. По дереву. Так, и можно тоненько снимать. Вот такие вот стружечки примерно закручивать. Так. Хвостик коровий или бычий. Болеет. Кожа совсем дубовая уже. Так. И по газетке проверим. Двумя пальчиками держу, то есть своим весом буквально режет. Так. Теперь покажу обслуживание маленько. Вот. Если затупится, такая вот наждачка, швейцарская, по-моему, в автомагазинах продается, вот там где лаки, краски. Небольшой кусочек буквально режете. Ну, в данном случае 2500, это финишная как бы. А так, если сильно затупился, можно и 180 начинать. Вот. И на что-нибудь для безопасности. Я-то привык на весу уже, а так вот лучше, конечно, вот по плоскости, всей плоскостью прижимаете. И вот это вот вся заточка. Со стороны дола. Так как большую часть плоскости дол занимает, то заправка много времени не занимает вообще. И не надо никаких углов удерживать. Просто потом вот заусенчики вот так вот сняли. Ну и там, если где-то сидите и ничего нет, ни наждачки, ничего, прямо нужно, можно вот так вот. Вот, еще когда жарите шашлык, тут вот отверстие внизу для вентиляции клинка.
И, допустим, нечем если раздувать, берете вот так вот, на огонь дуете, и получается пламя очень-очень, прям почти как горн. Ну, попробуйте там при случае. Далее, вот если, допустим, зажмет у вас, пересохнет, ножны там бывает, что зажимает сильно, ну, туговато выходит, заходит. Такую же наждачку, только вот, ну, 180-ю желательно берете. И таким вот образом расширяете устье ножен. Далее, чтобы не ржавело, если, допустим, кладете на длительное хранение, да и вообще это как бы никогда, как говорится, каши маслом не испортишь. Ну и здесь то же самое. То есть смазка не помешает, потому что углеродка, она очень хорошими режущими свойствами обладает, но и очень прочная, но ржавеет. Поэтому ее надо вот так. Она хоть и протравленная, все равно ржаветь может. Вот. И ножны тоже, чтобы вот не пересыхали, если они у вас нормально, допустим, да, тоже этим же баллистолом. Значит, состав баллистола на канале Фил Романов подглядел. 20 грамм скипидара, 25 грамм керосина и 100 грамм вазелинового масла. Все вместе перемешиваете. Получается баллистол. Оружие мазать тоже можно. Вот если, допустим, нож где-то оставили, поржавеет, например, тоже вот этим баллистолом нанесли на клинок и даете полежать, допустим, отмокнуло, чтобы ржавчина, а потом наждачкой пройти. Вот, ножны обработали, клинок обработали. Перед употреблением просто там тряпкой вытерли и все, можно пользоваться. Хотя оно и так высыхает, в принципе, ничего не будет. Всего доброго, до свидания.